Прав человека объединила школьников со всей республики. Победители конкурса, как оказалось, приехали из отдаленных сел. Лучшая работа у Муслима Байсултанова, школьника из Булгат-Ирзу Нажаюртовского района. Свое сочинение он посвятил проблемам в национальных отношениях. Ролик там был, как одна москвичка кричала на кавказскую женщину, работающую за кассиршей. Это мой город, она ее оскорбляла. Почему? Не знаю почему. Ну, с каких это пор я хотел бы узнать, города у нас стали частной собственностью. Свое заключение Муслим сделал не просто так. Конкурс помог ему более глубже ознакомиться с Конституцией страны. А для Залины Хожалиевой из Гихичу стать призером конкурса имею право вдвойне приятно. Ученица 11 класса увлекается предметом обществознания. Позади у нее несколько побед на школьных олимпиадах. Я поднимала несколько проблем. Проблемы, конечно же, нашего села. Что работа была очень интересной, увлекательной, и она дала мне множество таких вопросов, которых я раньше бы не смогла бы узнать. Итог работы у Залины имеет большой смысл. Свои права, говорит она, надо знать и не нарушать права других. За такие выводы победители конкурса награждают уполномоченный по правам человека. Нурдин Ухажиев благодарит школьников за старания и отмечает, что ему было полезно знакомиться с мнением молодого поколения. Стратегическое внимание уделял образованию наш первый президент Ахмад Хаджи Кадиров. И, в принципе, будущее нации чеченского народа он видел вот в трех таких стратегических направлениях. Это первое – образование, спорт, культура. Нурдин Ухажиев на правах организатора конкурса награждает победителей. Вместе с дипломами и цветами школьникам вручают и денежные премии. Представители Минобразования в объективности конкурса не сомневаются. Они следили за работой оргкомитета и жюри. Зендис Асланбеков, Луиза Юнусова. Новости.